Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на любовную тему, на ваши отношения с загадным человеком. У нас с вами будет 3 позиции, потому что это такой большой развернутый расклад. Мы будем с вами смотреть сначала раскладку, такую основную на ваши отношения, а потом по вопросам. И я надеюсь, что вы многое поймете об этих отношениях. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, сейчас я достаю карты, а пока достаю, приглашаю вас на наш канал, также на каналы другие мои, Школа Таро Альвиен, Гадание Заговор, Ритуалы Карина. И на основных страницах канала вы увидите самые популярные видео на любой вкус, а также смотрите плейлисты, особенно на канале Школа Таро Альвиен. И у меня есть канал в Яндекс.Дзен Школа Таро Альвиен также, да, и ТикТок Школа Таро Альвиен. Поэтому все можно посмотреть. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, первая позиция нефрит, вторая позиция горный хрусталь и третья позиция тигровый глаз. Первая карта – это что сейчас между вами в этих отношениях, что вас связывает на сегодняшний день. А дальше мы будем анализировать такой большой расклад на ваши отношения. Надеюсь, что все выбрали. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Итак, наш нефрит. И первая карта, что сейчас связывает вас, что между вами. Ага, выпадает у нас пятерка жезлов. Идет между вами сейчас в отношениях конфликт. Может быть, какая-то ссора произошла, может быть, ревность, споры. Когда, знаете, бывают такие типы отношений, когда люди все время бранятся, но милые бранятся, только тешатся, да? И бывает такое по такой карте, что люди просто недавно поссорились, например. То есть вы можете как постоянно ругаться, так и просто это недавняя ссора, недавний конфликт. Вот. И часто люди по этой карте борются за главное место в отношениях. То есть кто будет ведущим звеном, кто будет самый главный, кто будет лидером в этих отношениях. Бывает такое, что женщина борется с мужчиной даже за это дело. Она хочет командовать, да? А бывает, что мужчина отставит свое право на командование. В принципе, он тогда в этом случае прав. Но самодур, если человек самодур, да, то, ну, допустим, в корне неправильные всякие решения, но он все равно упирается. Или, например, если человек издевается, ну, это никому не приемлемо, да? И тут нужно анализировать. Ну, давайте посмотрим, что он чувствует к вам, что вы к нему, что он думает о вас, что вы о нем, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять, и что по итогу-то будет, да? Ну вот, видите как? Карты показали, что у него на чувствах четверка жезлов. Видите, там две единорожки друг с другом стоят, так милуются, да, целуются и дают друг другу даже брокколи. Поэтому я так могу, ну или там другие веточки. Поэтому я так могу сказать, что это человек, в принципе, вас любит, да, любит. Но мы здесь также видим на мыслях рыцаря Пентаклей. Он не торопится, да, развивать отношения так, как этого хотели бы вы. Может быть, он считает, что ему нужно поработать, заработать денег и обустраивать вашу общую жизнь, или просто нацелен на то, чтобы сейчас уделить внимание своей работе, карьере, деньгам, да? А отношения сами по себе без энергии, ну то есть меньше энергии, чем нужно, он меньше вам уделяет внимания, чем вам это необходимо. И вот у него-то в намерениях сила – это покорить вас, приручить вас, и чтобы вы делали, по сути, так, как он хочет, потому что вы выходите из-под контроля. Но также сила всегда показывает, что человек хочет наладить отношения,
наладить и договориться, чтобы было удобно здесь каждому звену отношений, да. У вас на чувствах Солнце, на мыслях 7 пентаклей, а на намерениях 4 пентаклей. Карты говорят, что вы человека любите, однако чего-то от него ожидаете. Сами вы не хотели бы к нему применять никаких действий, потому что вас раздражает, когда человек бездействует или когда человек мало чего-то делает для вас. Вы хотели бы, наоборот, проявить к нему терпеливое ожидание, чтобы дождаться, когда он будет действовать так, как вы хотите, и так, как вам надо в полном объеме. Вот. Никто из вас пока от отношений не отказывается. И несмотря на 5 жезлов, да, что вы там немножко ссоритесь, может быть, ну, по итогу стоит 4 мечей, которая показывает, что в ближайшее время в отношениях будет слишком тихо. Может быть, люди решат не разговаривать друг с другом или еще что-то такое. Поэтому обратите на это внимание. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Теперь складываем карты в колоду, размешиваем и смотрим по вопросам. Смотрим уже теперь по вопросам. Я сейчас сделаю выкладку на 9 вопросов, чтобы проанализировать еще более подробно, да? Еще более подробно 9 карт выкладываем. Вот такая раскладка вышла, да, вам ничего пока не ясно здесь, это ясно только специалисту. И первый вопрос расклада: любит ли вас загадный человек? На самом деле, да, идет 4 пентаклей. Она, по сути, показывает, что этот человек несколько закрывает от вас свою душу. То есть первая раскладка показала на чувствах 4 жезлов. Это говорит о том, что человек привязан к вам, он вас любит, да. Но по 4 пентаклей есть моменты, когда человек не договаривает вам о том, что у него происходит внутри. Он вас любит, но сейчас как-то подзакрывается в том плане, что ему нужно сделать какую-то работу, накопить каких-то денег, может быть, он привязан к материальным вещам. Потому что вы же знаете, да, что 4 пентаклей очень сильно держится за пентакль, за материальные вещи, за материальный мир. И также эта карта, она может показывать, что человек очень сильно привязан к вам, испытывает чувство собственничества. То есть не только здесь есть чувство любви, да, а еще чувство собственничества. И этот человек может не вкладывать энергию в ваши отношения, так как вы этого хотели бы, но и отпустить он вас не желает на сегодняшний день. Я считаю, что он думает, что он вас любит. Может быть, он вас и любит, но по-своему. Но он несколько эгоистичный все-таки, мое мнение здесь. И не совсем догоняет, что такое любовь в принципе. Поэтому вот любить-то любит, да, но у него есть явные недостатки. И ему придется какое-то время длительно объяснять, что в отношениях нужно проявлять себя хоть как-то, да, а не только трястись за то, чтобы человек не ушел, там, проявлять чувство собственничества. Дальше. Нужны ли вы этому человеку? Выпадает карта Маг, которая показывает, что однозначно да, нужны, но, опять же, в карте Маг всегда присутствуют эгоистичные манипуляции. И человек считает, что вы вот для него как бы и предназначены, для его жизни. Так что да, вы ему нужны, конечно, нужны, он вас любит, вы ему нужны, но вот у него есть такие черты характера, как собственничество, эгоизм. Кстати, Маг, он тоже довольно-таки собственник. И манипуляции, когда ты не хочешь делать то, что ты не хочешь, да, вкладывать отношения пополам, в отношения пополам энергию, там даже деньги пополам иногда не хотят вкладывать. И, конечно, это печально, что человек вот такой, да, но вы его не переделаете, то есть вам тут нужно решать, а быть ли с таким человеком, потому что, да, по-своему любит, да, вы ему нужны. Вот. Но это не значит, что вы его переделаете, он ради вас способен на то, чтобы стать другим. А с таким человеком, который,
не очень удобен, да. То есть мы все друг другу как-то предоставляем удобства. Если он не предоставляет, ну, как бы и строить отношения не очень приятно. Но вот готовы вы или не готовы, это только вам решать. Будете ли вы вместе, выпадает туз жезлов, который говорит, что, конечно, вы будете вместе, конечно. То есть вы решили, да, уже для себя. У вас там чувства к нему, и вы решили уже, что да, вы бы хотели быть с ним, несмотря на его такой не очень хороший характер. Поэтому туз жезлов показывает, что есть все шансы на то, чтобы быть вместе, строить отношения, начать даже как будто бы что-то яркое или с нуля, или это отношения, основанные на страсти, да, что можно возобновить страсть, возобновить сексуальное притяжение в этих отношениях. Для этого есть все-таки энергия и запал в будущем. Каких он хочет с вами отношений? Выпала звезда. Звезда показывает, что он хочет нереальных отношений. Это значит, что он их как-то идеализирует, вообще идеализирует свое представление о личных отношениях. И, конечно, такой человек мечтательный на самом деле, что ему нужно все такое, идеальный мир, да, ему нужен. Ему бы хотелось ездить, может быть, куда-то по разным странам, путешествовать вместе. По сути, он может этого достичь, но для этого нужно прилагать какие-то усилия совместные. Однако он хочет возвышенных с вами отношений, светлых, интересных, необычных, не таких, как у других. Вот я говорю, как нереальных каких-то хочет. Что он хотел бы вам сказать? Выпадает рыцарь жезлов, который показывает, что человек на самом деле хотел бы сказать, насколько он ревнует, испытывает притяжение, хотел бы с вами именно разговаривать, общаться, быть более активным, проявлять себя и двигаться в отношениях быстрее, чем он двигается сейчас. На самом деле его признание было бы пылким и ярким, если бы он решился это сказать. И у него в душе-то есть вот это, да, что хочется обновления чувств, сексуального притяжения. То есть, мол, у нас проблема в том, что не хватает яркости. Я хотел бы больше яркости, но сделай для этого что-то. А опять же, не он сделает, а вы. И, конечно, с его стороны, мол, будет ответ, и довольно серьезный ответ, крутой, да, такой, что он тоже будет потом себе ярко проявлять. Но вот заведи меня сначала. То есть вот так. Есть ли у него другая пятерка мечей? Есть какая-то женщина, ну или если вы гадаете на женщину, мужчина гадает, то у нее есть другой мужчина, да, с кем война настоящая, прям очень сильные конфликты. И вообще, мы же помним, между вами тоже выпала пятерка жезлов, здесь пятерка мечей. То есть этот человек сам по себе такой вот немножко конфликтный и манипулятор, и, видимо, с прошлыми отношениями у него настолько не ладилось, что остались врагами. И эта женщина, она с ним именно враждует. То есть у него нет отношений, да? У него есть просто человек, который враждует с ним из прошлых отношений. И это может накладывать очень много негатива на ваши отношения, потому что там и проклинать могут, и делать черную магию, и что только не делать. На самом деле это для нее теперь враг. И когда твой любимый человек для кого-то настоящий враг, ты живешь как на пороховой бочке. Вот подумайте об этом. Что скрывает? Что он скрывает? Рыцарь мечей. Он скрывает свою импульсивность, прыть, злобу к людям, да, то есть не только к вам, а вообще, в принципе, к людям, подозрительность, требовательность, злобу. Когда человек считает, что он всех видит насквозь, обо всех очень строго и злобно судит. И он пока вам еще это не раскрыл до конца, вот во всей своей красе, как говорится. Также он пытается от вас скрыть свою ревность. Именно ревность. Вот это чувство собственничества и желание с грубой силой прям вот взять вас, дернуть за руку, если вы вдруг с кем-то там чего-то, даже намек какой-то будет, вот он бы вас дернул прям за руку, что, может быть, я не знаю, прям сквозь злость, свирепый такой человек. И у него внутри есть вот этот, знаете, вот как грубость какая-то, что ли, некий как садизм, я не знаю. Вот у него рвет вот изнутри, вот как есть, если это мужчина, повышенный тестостерон,
А если это женщина, то она может быть такая внутри истерично-агрессивная, понимаете? И этот человек еще вам это все во всей красе не показал. Еще знаете, он что может скрывать по рыцарю мечей? Что он когда-то занимался рукоприкладством по отношению к женщине. Даже если это было в школе, он ударил девочку, он может это скрывать. Но это уже не хороший признак. Что мешает вашим отношениям? Выпадает Луна. Луна показывает магию, черную магию, во-первых, она мешает вашим отношениям. И, во-вторых, Луна может показывать, что у человека есть некие зависимости, психологические сбои, психологические травмы, которые вылазят из подсознания, да. И, конечно, с таким человеком сложновато, потому что он может сталкиваться лицом к лицу со своими внутренними страхами и переживаниями, а вы не всегда понимаете, что с ним происходит. Соответственно, он может импульсивно вести себя согласно своей ситуации, а вы этого не видите, да? Ну, допустим, едете вы с таким человеком на курорт, он садится в самолет, вы не понимаете, почему он себя ведет так как-то нервно, все время болтает или, наоборот, замкнулся, а он просто боится лететь. Но вы же не знаете, что он боится лететь, он вам не говорит, но это видно по поведению, что у него начинает отклоняться поведение от стандартного. И вот то же самое в личной жизни. Он может чего-то бояться, чего-то комплексовать, не хотеть вспоминать о прошлых отношениях, не хотеть вам что-то говорить, ну и вести себя, соответственно, неадекватно. А вы это не понимаете, а почему себя человек так ведет. И вот, естественно, это мешает вашим отношениям. Но чаще всего по Луне магия черная выходит, и все. Порча там, да, на отношения, на разлуку, на расставание или на нем порча. Что помогает вашим отношениям на сегодняшний день? Это 6 кубков. Если вы будете романтичны друг к другу, это будет очень помогать отношениям. Маленькие подарки, знаки внимания, комплименты, воспоминания о прошлом. Или вести себя друг по отношению к другу, как в прошлом, да? Но человек настолько вот трудный, что вам придется, скорее всего, начать с себя. И как бы это не воспринял как должное. И, мол, ну и пусть всегда так будет, ухаживать за мной. Так тоже нельзя. И предъявить ему так в лицо не будешь предъявлять, да, что ага, ты мне в ответ там не сделал чего-то. То есть, ну вот сложная ситуация. Такого человека вряд ли исправишь, да, и лучше тут задуматься, может, не стоит быть в таких отношениях. Но если вы и собираетесь остаться в отношениях и знаете, что смиряетесь, да, что не исправите его, может, вам тогда придется подстраиваться. Ну, романтика, признание в любви, подарочки, знаки внимания, свидания, времяпрепровождение вместе, воспоминания о прошлом или поведение из прошлого, конечно, здесь воскресят прям отношения. Задумайтесь над этим. Вот такая вот у нас первая позиция. А мы перейдем к позиции номер 2. Наш горный хрусталь. И первая карта, что сейчас между вами в отношениях происходит. 3 жезлов, построение планов на будущее и, опять же, да, карта расстояний. Может быть, вы на сегодняшний день находитесь на расстоянии друг от друга и общаетесь по интернету. Если это не так, то карта показывает построение общих планов на будущее. То есть каждый из вас что-то планирует на будущее про второго. И это уже очень хорошо. Вообще 3 жезлов неплохая карта. Она всегда показывает перспективы. Поэтому да, давайте смотреть первую раскладку по вашим отношениям. Что чувствует человек к вам, что вы чувствуете к нему, что он думает о вас, что вы думаете о нем, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять и что по итогу, да? Уху-ху. Ну, здесь у нас, что могу сказать, то, что у человека на чувствах 8 пентаклей, на мыслях правосудие, на намерениях мир. Карты говорят о том, что человек заинтересован в вас именно в серьезных отношениях, да, что он хотел бы брака с вами, если у вас еще нет брака совместного. А если есть, карты все подтверждают, что у вас законные серьезные отношения, брак, и вы любите друг друга. Да? Ну или он, по крайней мере, вас. Но у вас на чувствах 7 пентаклей, а у него 8. Это суховатые карты, я вам честно скажу.
то есть отношения есть, но без сексуальной страсти и привязанности. А справедливость еще и добавляет сухости у него на мыслях, а у вас на мыслях туз мечей добавляет сухости. Вы строги друг к другу. Каждый из вас считает, что это он обязан, вот противоположный человек обязан его хотеть, а я не обязан хотеть, да? И я не обязан устраивать страсть, вот, улучшать сексуальные отношения в наших отношениях. Это не я обязан воскрешать их. Это женщина считает, мужчина должен хотеть, мужчина должен проявить инициативу в постели. Мужчина считает, а почему бы женщине хоть раз не проявить инициативу в постели? В чем же проблема, да? Что у нее заржавеет? И начинается, то есть у вас пропадает сексуальное влечение друг к другу. Оно начинает потихоньку иссякать, переходить в быт. Соответственно, у вас двойка жезлов на намерениях, да, а на мыслях туз мечей. Строгий разговор, выволочка, может быть, и обмен новостями, сухие речи такие, да, постольку-поскольку, и вообще не особо проявлять инициативу, отвернуться от человека, просто строить планы, допустим, на какие-то совместные вещи, но не более того. Вот как-то очень-очень сухо. Вот человек даже больше имеет в намерениях мир, да, помириться, улучшить отношения, сделать их ярче и быть в них. У вас нет, у вас, ну, не то, что не быть вы тоже хотите в них, но вы ждете от человека, вы реально от него ждете. Именно чтобы он улучшил ваши отношения. По итогу стоит рыцарь кубков, который показывает, что, скорее всего, вы дождетесь. И человек действительно начнет работать над этими отношениями, то есть по-настоящему. Хоть что-то пытаться сделать в вашу сторону. То есть, ну, может быть, у вас правильная тактика, да? Хорошо, давайте посмотрим теперь 9 вопросов по отношениям по одной карте. Я сейчас буду выкладывать на стол 9 карт на любовь, да, на любовные отношения. Так, тут у нас маг суд, королева жезлов. Так, давайте поближе их друг к другу будем класть. Дальше у нас рыцарь мечей, король жезлов, семерка мечей, восьмерка мечей, башня и королева кубков. Ну, тут что-то прям начали за здравие, кончили за упокой, да. Давайте, тут же 9 вопросов, они все разные. Начнем с первого. Любит ли вас человек? На сегодняшний день вышла карта мага, которая показывает, что да, этот человек вас любит и заинтересован в вас. То есть он не просто вас любит, вы ему выгодны и удобны в жизни, составляете хорошую партию. И на самом деле человек действительно заинтересован в том, чтобы быть с вами. То есть он не хочет как бы еще пока взять, там, вас отпустить там совсем. Нет. Здесь явно такая история, что человек, наоборот, хотел бы быть с вами. И, может быть, даже для вас что-то делать в жизни. Ну, то есть не только для себя, да, хотя для себя он тоже любит себя, много делает. Но и вот сейчас у него там были чувства, да, восьмерка пентаклей, это желание заработать, работать. То есть человек, да, хотел бы именно, чтобы вы, может быть, либо ни в чем не нуждались, либо просто для вас вот как что-то делать, чтобы, может быть, вы его похвалили как-то. Ну, то есть и своя выгода есть, но и ваша тут тоже налицо, понимаете? Поэтому здесь, да, здесь человек вас любит, действительно, у него есть чувства. Дальше. Нужны ли вы ему? Вышла карта суд, которая показывает, что человек хотел бы что-то в отношениях восстановить, реабилитировать. Там в намерениях карта мир, здесь суд. То есть понятно, да, что уже второй раз подтвердилось. Человек заинтересован в отношениях, хотел бы быть с вами. И нужны ли вы ему? Однозначно да. И он хотел бы что-то именно восстановить в отношениях. Может быть, примириться, может быть, улучшить как-то отношения. То есть для него это важно. 2 старших аркана сразу подтверждают, да, для него важно быть с вами. Вы для него, ну как сказать, на первом месте, да, среди всех других людей. И я считаю, это дорогого стоит. Однако, когда я спрашиваю, будете ли вы вместе, выпадает королева жезлов, которая показывает, что есть какая-то женщина, заинтересованная в этом человеке, если вы загадали мужчину,
А если вы гадаете на женщину, и вы мужчина, заинтересованная женщина в вас, кто всеми силами будет препятствовать тому, чтобы вы были вместе. И вот, внимание, вопрос каждого, кто знака зодиака огня, да, стихия огня, а вдруг королева жезлов это я? Вот сразу же, да, автоматический вопрос. А вдруг королева кубков это вы? И что? Я трактую карты согласно трактовке Таро, да, у Райдера Уэйта. И королева жезлов, она может означать хорошие светлые отношения и их перспективу. Однако, когда мы гадаем, мы пользуемся правилом, что карты двора, особенно короли и дамы, это у нас люди. Поэтому здесь все равно встает какой-то человек. И у королевы жезлов, у нее часто бывают соперницы, даже если вы, королева жезлов, здесь встали, ваша инициатива будет для того, чтобы вы были вместе, однако у вас явно есть соперница. Или женщина-враг. Для этих отношений она все равно присутствует. Я не говорю, что вы не будете вместе. Вы можете быть вместе. Но вам нужно этого врага как-то все-таки победить. Каких хочет человек отношений с вами, выпадает рыцарь мечей. Ярких, быстрых и динамичных. Человеку нужна скорость в отношениях. Я не знаю почему. Ему нужен драйв. Вот на адреналине человек хочет быть. Причем, опять же, рыцарь мечей – это честность. Ему нужны честные отношения, верные отношения. Никакого обмана человек не приемлет вообще в принципе для отношений. И не дай бог вы его обманете. Он будет рвать и метать, и такой человек в гневе способен на все. Причем мстительный, холодный, гадкий будет по отношению к вам. Если заметит неверность, будет очень плохим. Поэтому, да, он хочет честных отношений и динамично развивающихся, ярких именно. Все-таки рыцарь мечей – это ядреная такая карта. Он ядреных отношений хочет. Понимаете? Вот таких прям, чтобы его взяло, вот чтобы вот у него только впечатления были. И, может быть, сейчас у вас не такие, а тихенькие какие-то отношения. Или не такие страстные, бурные. А ему хотелось бы бурных, именно бурных. Пусть даже вы будете то сексом заниматься, то ругаться. Так лучше для него, чем совсем вот тишина, чтобы была. Понимаете? Что он хотел бы вам сказать? Выпадает король жезлов, который показывает, что он хотел бы быть главным в отношениях. Если вы гадаете на женщину, что она хотела бы вас видеть инициатором и главным в этих отношениях. Если на мужчину, он хотел бы быть главным в отношениях, рулевым, он заинтересован в вас и чувство испытывает, что вы в его распоряжении должны быть. Вот так прям. Потом он считает себя неотразимым, извиняюсь за свою дикцию, и считает, что вы должны его как-то вот неотразимость подчеркивать. То есть периодически ему рассказывать, какой он классный, да. Для него важно, чтобы его поддерживали, и важно, чтобы поддерживали в нем самооценку. И в сексуальном смысле в том числе, если его похвалите, он будет ярче заниматься сексом, ярче чувствовать. Если не похвалите, ну, секс идет на нет, буквально. Дальше, значит, мы смотрим. Следующий вопрос. Есть ли вы другая? Семерка мечей. Вот тут обман какой-то падает, честно. То есть на самом деле есть женщина, которая в нем заинтересована, он вам об этом не говорит, она влазит в отношения, она пытается всеми силами эти отношения ваши разбить в своих интересах, а он, зная это, я не говорю, что он ведет с ней отношения, но он, зная это, она все-таки ему об этом сообщает, да, молчит об этом, и это все равно выглядит как некое вранье и предательство. Он вас, скорее всего, боится, да, боится огорчить, боится сказать правду, и, соответственно, это все вызывает все больше и больше запутанности в этих отношениях, все больше узел проблем. Что он скрывает? Восьмерка мечей, он даже нам с вами сейчас на картах говорить не хочет, что он скрывает. У него есть тяжесть в жизни, некие комплексы или страхи. Более того, его кто-то пытается ограничивать. Он это знает, но вам не хочет сказать. И это плохо, потому что, зная о проблемах друг друга, люди лучше строят отношения, чем когда они о них совершенно ничего не знают. Да? Дальше, значит, что мешает вашим отношениям? Башня.
Башня говорит о том, что вашим отношениям мешает гнев, ревность и скандал. Если вы будете ревновать, если вы будете психовать, если вы будете друг другу задирать и все время скандалить, это не за что. Ваши отношения длиться долго не будут. Поэтому вам здесь нужно все спокойнее, спокойнее строить отношения и стараться друг друга все-таки услышать. Потому что помогает отношениям? Королева кубков. Возможно, это какая-то добрая, хорошая подруга, женщина, мать или еще кто-то, или психолог, кто может как-то в ваших ситуациях повлиять положительно. Но более того, королева кубков – это проявление любви женщины в отношениях, чувств, да, приятных чувств. Поэтому, может быть, вам с этим нужно самой собой поработать, если вы женщина. Если вы мужчина, тут явно может сыграть роль какая-то хорошая женщина, подруга, родственница, мать, там, начальница, кто угодно, но кто может именно повлиять на эти отношения в положительном ключе. Также на отношения в положительном ключе может повлиять именно нежность, забота, любовь, внимание со стороны женщины. И именно чтобы она стала более слабой, чем мужчина. Ну вот такая вот у нас вторая позиция. А мы идем к третьей. У нас идет гадание онлайн на отношения. Помните об этом. И третья позиция, наш тигровый глаз. Первая карта – это что между вами сейчас, да, ваши отношения. Сами по себе, как их видят высшие силы, это девятка жезлов. Какие-то ограниченные отношения, где сами по себе отношения либо сейчас отстаиваются, и борьба идет не на жизнь, а на смерть, да, либо вы друг от друга оградились каким-то образом. Бывает такое, что отношения нуждаются в защите, допустим, да, или личное пространство одного от другого тоже нуждается в защите. Это все девятка жезлов. Поэтому можно диктовать ее по-разному, да. То есть трактовка первая. Вы защищаете сейчас отношения от нападок других людей. И идет борьба не на жизнь, а на смерть. И также ревность присутствует в отношениях, да. Если вторая трактовка, ну тогда человек ограждается от вас всеми способами. И очень сложно что бы то ни было сделать. Он, скорее всего, молчит или заблокировал вас, или просто не уделяет вам внимания, какое вы хотите. Давайте посмотрим первую раскладку по вашим отношениям, что он чувствует к вам. Десятка жезлов, что вы чувствуете к нему. Десятка мечей, что он думает. Умеренность, что думаете вы. Шестерка мечей, что он собирается предпринять. Башня, что вы собираетесь предпринять. Жрица. И по итогу, что у нас будет стоять? Королева кубков. Здесь налицо женщина вмешалась в отношения и их разрушила. Или они в стадии разрушения. На эти отношения буквально нападают. И человек уже от вас отворачивается или отвернулся. У него десятка жезлов на чувствах. Это отношения как чемодан без ручки. Нести тяжело и бросить жалко. Очень сложная ситуация. Но у него на мыслях есть умеренность. Он на самом деле хотел бы с вами помириться по-человечески и хотя бы иметь человеческие отношения. Это очень хорошо. И башня на намерениях, он хотел бы расставания. На сегодняшний день это так. Из-за кого? Из-за королевы кубков, которая встала по итогу. То есть, да, действительно, отношения нуждаются в защите от нее, она враг, и человек уже переметнулся на ее сторону, можно сказать, и отношения под угрозой разрыва. И ему тяжело в этих отношениях с вами, да. У вас десятка мечей на чувствах, вы считаете ситуацию безысходной. На мыслях шестерка мечей уже хотите даже выйти из этой связи, возможно. И жрица на намерениях, вот она, эта женщина, да. Может быть, вы хотели бы с ней пожрица справляться магически с этой женщиной. То есть, может быть, обращались даже к кому-то, чтобы ее преодолеть. Вот. Но в любом случае здесь идет вмешательство, да, и не только физическое, но и магическое в эти отношения. То есть это факт, это факт. И между вами внесли конкретный раздор. Однако у человека остались к вам еще чувства. Давайте посмотрим дальше. Наши 9 вопросов по карте, чтобы хоть что-то понять, потому что здесь очень какая-то идет тяжелая ситуация, но я вижу по умеренности на мыслях, что человек знает, что он вас уважает, и у него остались к вам чувства, возможно, любви. Давайте выкладывать наши 9 карт. Туз жезлов, восьмерка кубков, четверка мечей,
Дальше, значит, четверка пентаклей, паж пентаклей, паж кубков, пятерка пентаклей, четверка жезлов, десятка мечей. Ну что ж такое? Смотрите, тут карты от вас требуют, да? Ну давайте все-таки сначала. Первая карта, туз жезлов, это любит ли вас человек на сегодняшний день. Туз жезлов говорит о том, что да, у него есть к вам чувства, и они у него остались. И в том числе сексуальное притяжение в подсознании у него тоже осталось. Нет такого, чтобы он вас совсем разлюбил, окончательно захотел бросить и все такое. Тут, скорее всего, именно мешают и пытаются черномагически действовать, потому что видно, что у человека чувства в душе остались. Этот человек вас любит. Это однозначно, да. Дальше. Нужны ли вы ему? Восьмерка кубков. Вот. Как, если ты любишь, ты хочешь уйти. Почему? Да, он хочет уйти. Нужны ли вы ему? Нет, он хочет уйти. У него есть чувства. Тут жезлов, да? Я люблю тебя, но я хочу уйти. Ну, разве это нормально? Нет, не нормально. Это искусственно созданная ситуация. Если бы у него не было чувств, и он хотел бы уйти, я бы поняла. Но тут видно, что чувства есть, но я хочу уйти. Это ненормально. Это против воли человека. Делается ему специально, да? Будете ли вы вместе? Четверка мечей. Карты мало надежды дают. Практически ее близко к нулю, потому что я не говорю, что вот если, допустим, с этим работать, не будет надежды. Она может появляться больше. Но сейчас пока плохо все. В плане, будете ли вы вместе, сложная ситуация идет, перерыв, да. Я не говорю, что вот карты сказали, никогда не будьте вместе. Нет. Но может быть перерыв, пауза в отношениях. Вот так говорят карты по четверке мечей. Отдохни, мол, друг от друга, отдохните друг от друга, да. Отпуск. Возьмем отпуск от отношений. И я считаю, это ненормально, опять же, нехорошо. Потому что если люди друг друга любят, у вас хоть и чувство отчаяния есть, но вы все равно человека, скорее всего, еще любите, то они должны быть вместе. А тут появляется кто-то, кто разрушает отношения, лезет в них, делает негатив. Дальше, значит, каких он хочет с вами отношений? Четверка пентаклей. Вот видите, опять же, да, человек не хотел бы вас отпускать. Он проявляет по отношению к вам чувство собственничества. Однако и не хотел бы и сильно активничать и развивать отношения. Вот разве это тоже нормально? Нет. Он считает вас действительно своим человеком. Он не хотел бы вас до конца отпустить. Но кто-то лезет и заставляет его это сделать. И он не знает, хотел бы он с вами именно быть по-настоящему. Он знает только, что он не хотел бы вас отпустить. Что он хотел бы вам сказать? Паж пентаклей. Что он на самом деле испытывает к вам положительные эмоции, чувства, и хотел бы с вами общаться и продолжать вести отношения, и, может быть, начать все заново, дать шанс. Он хотел бы вам это сказать, но ему что-то не позволяет. Если у него другая, паж кубков, однозначно да. Здесь вмешивается человек в отношения. И, соответственно, раз он вмешивается, этот человек, да, то да, есть, но она заинтересована в нем, а не он в ней, понимаете? Или если вы гадаете мужчина на женщину, он заинтересован в ней, а не она в нем, понимаете? Тут да, есть другой человек в отношениях, и она младше вас, если это женщина, да, она младше вас. Что он скрывает? Пятерку пентаклей, что на самом деле он знает, у вас кармическая связь, и он знает, что вы так просто друг друга не бросите. Он знает, что еще карма отношений ваших не отработана. И что еще вам может быть суждено в будущем быть вместе. Он это все знает, он чувствует это. И скрывает, естественно, потому что это даст вам надежду. Что мешает вашим отношениям? Четверка жезлов. Другие отношения. Другие планы, да, чужие планы на будущее. Вот так могу сказать. И, возможно, какое-то имущество, что ли. Какая-то недвижимость. Какие-то финансовые стороны где-то, чьих-то задолженностей, связей. Что помогает отношениям десятка мечей? Если вы сейчас отпустите. Ну, то есть, поддайтесь на десятку мечей, не давайте себе лишние надежды, а просто тогда взять и уйти.
И это поможет вашим отношениям. Вот бывает такое, помогает отношениям то, что ты уходишь, а не то, что ты пытаешься за них дальше бороться. Может быть, уйти, оставить это все как есть, да? Пусть человек сам решает, он что, неспособный какой-то. Это он способный, поэтому он может решить этот вопрос. Я все время говорю о том, что если любит, не уйдет. Если это твое, оно от тебя никуда не сможет сбежать. Никакая магия черная, ничего не сможет помешать людям быть вместе, если они предназначены друг другу. Да, есть сильные маги черные, но они берут, извините, за ритуал там огромные деньги. Не у каждого, кто там из вас гадает, там любовницы эти всякие женщины, не у каждой есть такие деньги. Поэтому она свои мелкие пакости делает, она там мужчину соблазнила, там закрутила, но это не значит, что все, за ней победа. То есть вам это нужно помнить, что нет таких прям сильных магов, единицы. И если людям суждено быть вместе, вы можете его просто отпустить, пусть летит, как бумеранг, вернется, вот и все. И вы еще подумаете, а стоит ли такого принимать? Может быть, ему просто стоит любить и мучиться? Ну, такая позиция номер 3. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Life. Всем пока и до новых встреч.